Слово предоставляется президенту Республики Таджикистан Имамали Шариповичу Рахмону. Уважаемый господин председатель, уважаемые коллеги и главы делегации, прежде всего хотел бы выразить признательность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за организацию сегодняшнего заседания. Российская сторона в ходе своего председательства проделала большую работу по сохранению темпов стабильной работы нашей организации и вышла на ряд значимых практических результатов. Одобряем принятие по итогам сегодняшнего заседания солидного пакета решений и документов, которые охватывают насущные вопросы нашей дальнейшей совместной работы. Уважаемые коллеги, председательство в ШОС переходит к Таджикистану, и оно по времени совпадает с юбилейным саммитом организации. В этой связи хотел бы вкратце изложить наше видение основных направлений совместной работы на предстоящий период. Таджикистан намерен на основе принципа преемственности работать над дальнейшим развитием организации и укреплением его потенциала. На фоне пандемии коронавирусной инфекции сегодня мы сталкиваемся с новыми социальными и экономическими вызовами. Национальным экономикам стран, в том числе Таджикистана, наносится значительный ущерб. Пандемия внесла определенные коррективы в динамику роста глобальной экономики. Она стала фактором резкого роста безработицы, препятствием для притока инвестиций и развития торговли. Различные страны мира могут столкнуться с угрозой продовольственной безопасности. По оценкам авторитетных международных организаций, негативное влияние последствий пандемии на мировую экономику носит долговременный характер. Очевидно, что эти вызовы диктуют нам актуальность принятия необходимых мер по адекватному совместному реагированию на них. В этом контексте крайне важным является наращивание торгово-экономического сотрудничества на пространстве ШОС. Другой приоритет своего председательства мы видим в дальнейшем укреплении внутренней консолидации нашей организации с использованием всех имеющихся возможностей и ресурсов для взаимной поддержки. Выражаем признательность государствам-членам ШОС за оказанную Таджикистану помощь и поддержку в борьбе с пандемией. В части приоритетов в сфере экономического взаимодействия считаем важным сосредоточиться на укреплении взаимовыгодных хозяйственных связей. Подчеркиваем важность разработки и последующего принятия в рамках ШОС плана первоочередных мер, направленных на смягчение и преодоление социальных и экономических последствий нынешнего кризиса. Большое значение имеет решение вопроса о создании специализированного финансового института организации. Надеемся на сближение на позиции государств-членов по данному вопросу. Деловому совету и межбанковскому объединению ШОС в сотрудничестве с международными финансовыми институтами необходимо разработать эффективные механизмы поддержки малого и среднего предпринимательства, а также притока инвестиций. Мы намерены продвигать вопросы широкого использования транзитных возможностей пространства ШОС. Назрела необходимость наращивания сотрудничества в секторах промышленного производства и энергетики, включая сферу возобновляемых источников энергии, особенно гидроэнергетики. Мы намерены провести первые совещания министров промышленности и энергетики государств-членов ШОС. Планом мероприятий нашего председательства также предусмотрено проведение в Таджикистане совещания министров сельского хозяйства, государств-членов с участием ведомств, ответственных за продовольственную безопасность. Рассчитываем, что в рамках указанного совещания будет предметно обсужден
комплекс вопросов, связанных с преодолением продовольственных последствий пандемии. Намерение содействовать выработке правовой основы для беспрепятственной транспортировки социально значимых товаров первой необходимости, в частности, продовольствия и медикаментов. С учетом продолжения пандемии особую актуальность приобретает вопрос укрепления сотрудничества в области здравоохранения. Отдельно хотел бы отметить важность активного взаимодействия в деле профилактики и лечения COVID-19. В контексте гуманитарного сотрудничества Таджикистан в качестве председателя будет приветствовать все предложения по расширению сотрудничества в сферах образования и науки, культуры, спорта, туризма, а также работы с молодежью. В нынешних условиях особое значение имеет развитие сотрудничества в области охраны окружающей среды, включая вопросы изменения климата. Рассчитываем на дальнейшую поддержку партнеров в реализации наших инициатив по глобальной водной повестке, в том числе предложение об учреждении Международного фонда защиты ледников. Уважаемые коллеги, устойчивый мир и безопасность на пространстве ШОС является залогом нашего успешного развития. В этом контексте считаем необходимым продолжить совместную целенаправленную работу по борьбе с глобальным угрозам и вызовам безопасности. Коллективных усилий требует противодействия распространению радикальной идеологии, особенно среди молодежи, а также использованию в преступных и целях новых технологий, в том числе интернет-ресурсов. Наряду с вопросами кибербезопасности мы будем уделять необходимое внимание проблемам устранения социальных причин проявления терроризма и экстремизма. Природа вызовов и угроз различна, что требует отдельного и особого подхода к каждому из них. В этом контексте вновь подчеркиваем актуальность ранее озвученного нами предложения о создании постоянно действующего антинаркотического центра ШОС в городе Душанбе. В рамках своего председательства намерены содействовать расширению сотрудничества наших государств по линии оборонных ведомств и пограничных служб. В этом контексте важной задачей остается продвижение взаимодействия в вопросах укрепления потенциала наших государств по охране внешних границ в Центрально-Азиатском направлении. В центре нашего внимания остается сложная ситуация в Афганистане. Мы неоднократно подчеркивали, что судьба Афганистана и его будущее должны решаться самим народом этой страны. Отмечаем все созидательные начинания по налаживанию процесса мирных переговоров в Афганистане и надеемся на практические результаты усилий, направленных на политическое решение афганской проблемы. Необходимо продолжить поиск путей поддержки и реализации проектов, направленных на социально-экономическое возрождение Афганистана. В ходе своего председательства мы намерены всячески способствовать активной деятельности контактной группы ШОС Афганистана, в том числе реализации соответствующей дорожной карты. Уважаемые коллеги, в текущем году мы отметили историческую дату 75-летия победы над фашизмом. На фоне роста глобальных вызовов и угроз горькие уроки Второй мировой войны предупреждают нас о необходимости единства, поддержания устойчивого мира, стабильности, спокойствия и мирной жизни человечества. В этом году мировое сообщество отметило другое историческое событие – 75-летие создания Организации Объединенных Наций. Он остается главной платформой для достижения консенсуса по ключевым вопросам международной безопасности и устойчивого развития. В рамках своего председательства Таджикистан намерен прилагать необходимые усилия по укреплению международных позиций ШОС. Имеем в виду продолжить практику проведения совместных мероприятий высокого уровня между ШОС и ООН. Будем оказывать всестороннее содействие наращиванию взаимодействия
с государственными наблюдателями и партнерами по диалогу, активизации практического сотрудничества с региональными партнерскими организациями по схожим задачам. Приложим необходимые усилия по укреплению договорной правовой базы сотрудничества в рамках ШОС. Уважаемые коллеги, с большим удовольствием хотел бы пригласить вас на юбилейный саммит глав государств-членов ШОС, который планируем провести в следующем году 16-17 сентября в столице Таджикистана. Убежден, при поддержке государств-членов и постоянно действующих органов нас ждет содержательная совместная работа. В заключение хотел бы выразить искреннюю благодарность всем за теплые поздравления и добрые пожелания в мой и моей стране адрес. Большое спасибо. Большое спасибо вам, уважаемый господин президент Эмомали Шарипович Рахмон. Вы, как и другие коллеги, обратили внимание на ряд очень важных вопросов. Радикализация среди молодежи, связанная с рядом факторов. Сейчас не буду их перечислять, мы их все хорошо очень знаем. Мы должны не только их знать, но и противостоять этим угрозам. Сказали о том, что остается важной борьба с незаконным распространением наркотиков. Действительно, полностью с вами согласен. Несмотря на то, что сейчас все внимание человечества приковано к пандемии коронавирусной инфекции, но проблема наркотиков никуда не исчезла. Она остается, и нельзя ее забывать, нужно бороться с этим. Но и не могу не отметить ваше предложение о организации беспрепятственной транспортировки социально значимых товаров. Россия полностью поддерживает такой подход, как вы знаете. Мы выступаем вообще за снятие любых ограничений и санкций, хотя бы в отношении вот этого сегмента, медикаменты, продовольствия и тому подобное, подобные тому товары. Потому что в условиях, когда многие страны страдают от коронавируса, другие государства, которые все время говорят о гуманистических началах своей внешней и внутренней политики, продолжают в этих условиях ограничивать доставку медикаментов, медоборудования и продовольствия в те регионы отдельных стран, которые особо нуждаются в этих товарах в условиях эпидемии. Это очень странно выглядит. И если мы все вместе, страны ШОС, будем продвигать идею снятия этих ограничений, мне кажется, это чрезвычайно правильно. И я вас хочу поблагодарить за эти идеи и предложения.